В Ангаласском районе сотрудники противопожарной службы совместно с работниками надзорной деятельности и органов внутренних дел провели профилактический рейд. Вместе с ними дома, наиболее подверженные возникновению пожара, посетила наш корреспондент Виолетта Засимова. Этой весной в городе Покровске случился крупный пожар, в результате которого полностью сгорел двухэтажный деревянный жилой дом по улице Дачная, 8. В июне на пепелище были найдены останки женщины, единственной, которая не смогла выбраться из горящего дома. А пожар случился по вине самих жителей дома, которые решили устроить посиделки с шашлыком и горячительными напитками неподалеку. Сотни людей остались без крова, погорельцы до сих пор не могут оправиться после пережитого. Чтобы не возникало таких случаев, проводятся профилактические рейды по предупреждению возгораний в жилом секторе. В Ангаласском области с начала года зарегистрировано 35 пожаров. Из них 21 пожар приходится именно в жилом секторе. Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей. Два многоквартирных дома по улицам Южная, 4 и Подгорная, 37 посетили участники профилактического рейда. По этим адресам наиболее часто выезжала пожарная служба из-за наличия в них нехороших квартир, где живут люди, которые могут спокойно заснуть с зажженной сигаретой в руке, тем самым подвергая опасности не только себя, но и других жильцов. Как правило, хозяевам нехороших квартир выписывают административный штраф, и с ними проводится профилактическая беседа. Но где гарантии, что на следующий день нерадивый товарищ снова не уснет сигаретой или с включенной электроплиткой? Уполномоченным органам необходимо разработать и принять более действенные меры, чтобы случай с домом по улице Дачная, 8 не повторился. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК «Саха», Ангаласский улус.